Проект «Кочующий музей» у нас действует более 10 лет. Мы кочевали именно по нашей республике, по всем улусам. В команде у нас это самое главное, конечно, музейщики, потом знатоки, носители фольклора, музыканты, это мастера декоративно-прикладного искусства. Создатель нашего музея, дорогая наша Аиза Петровна, это, конечно, ее идея была. Музей не должен сидеть в одном месте, он должен кочевать, он должен выезжать, он должен показывать, пропагандировать традиционную музыкальную культуру. В 2020 году у нас идея возникла, надо все-таки замахнуться за пределы республики. Потому что внутри республики мы работу все равно по сегодняшний день не оставляем, мы все равно по сегодняшний день выезжаем, да? Но надо было все равно свои просторы расширить. Было составлено письмо в Российский этнографический музей. Целью была организация в стенах Российского этнографического музея большую выставку нашего музея. Ответ мы получили не сразу, мы получили через год практически. О том, что можно приехать, то, что они заинтересованы в нашей выставке. Я верю в вас, потому что знаю, как вы умеете собираться и работать качественно. О, мои дорогие, я, наверное, все-таки сама куплю билет и поеду незаметно следить за вами в Санкт-Петербург. В команде у нас появились новые друзья нашего музея. Выставку организовали в Российском этнографическом музее, в музее музыки в Шереметьевском дворце. Наши друзья Кылсаха, их концерт мы там устроили. В Ленфильме впервые мы показали наши анимационные фильмы для детей, а также в Доме дружбы, в Доме национальности. Ну, очень много мероприятий, более 20 дней мы там ездили и показывали для жителей города Санкт-Петербурга нашу культуру. В 2022 год он вообще был знаменателем тем, что наши дороги как будто вот начали вообще раскрываться. Мы полетели в город Владивосток, это Международный экономический форум. И там с маленькой выставкой, с интерактивной выставкой, практически там был один шаманский костюм интерактивный. Это можно было одевать, это можно было потрогать. Шаманский бубен был, и в QR-кодах, в табличке наши документальные фильмы и мультипликационные фильмы, и видеоурок о шаманском костюме был. Я там стояла и рассказывала, все это показывала, людям было очень интересно, потому что шаманский костюм они могут потрогать и могут одевать, вот поэтому их это очень заинтересовало. Вот поэтому в павильоне Якутии прямо там очередь стояла, чтобы все это лицезреть.
И наступает вот конец 2022 года. Мы выигрываем первый конкурс 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Не только на кочевку, но и на создание документального фильма «Кочующий музей». У нас вообще вот именно была мечта. Кочующий музей обязательно должен иметь хоть какой-то медиа-материал. Режиссером у нас была друг нашего музея Мила Кудряшова. Очень талантливая, она сама документалист из города Санкт-Петербург. Через фильм мы именно показываем то, что главные герои — это вся команда, это и музейщики, это и знатоки, носители, мастера, да, артисты. У нас в проекте было запланировано выезд в Амурскую область, и Забайкальский край, и в Ленинградскую область. В конце 2023 года мы тоже грант написали и стали победителями первого конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Здесь уже у нас проект «Кочующий музей по Золотому кольцу». Выставка была очень интересной. Если ранее мы вывозили с собой экспонаты из фонда музея, на этот раз мы взяли с собой интерактивные музыкальные инструменты. Эта программа замечательна тем, что люди могут сами потрогать, поиграть, пошуметь и соприкоснуться с нашей культурой, прямо вот именно ощущая. Вот поэтому вот эта программа им очень понравилась. Мы с собой везли 50 единиц хранения. Вот эти замечательные музыкальные инструменты, благодаря нашим проектам они созданы. В наш музей наши посетители приходят, и вот эти раритетные музыкальные инструменты коллекции Аизы Петровны, коллекции Николая Савельевича Берестова, они смотрят через витрины. А вот эта часть, она интерактивная, она всех завлекает. Конечно, история очень важна, но они не должны трогать, потому что музей должен сохранять раритетные вещи, да? А вот эти инструменты мы им предоставляем, и они с удовольствием здесь и играют, и историю каждого инструмента рассказываем. У нас очень долго работал Владимир Иванович Махначевский, солист и художественный руководитель ВИА группы «Чаран». Он сам по себе мастер. Музыкальные инструменты интерактивные — это для наших выездов он сделал. Мы тогда молодые музейные сотрудники. По улусам, когда выезжали, раритетные музыкальные инструменты никто нам, конечно, не давал. Вот поэтому мы просили: Владимир Иванович, для нас вы, пожалуйста, сделайте маленькие вот именно музыкальные инструменты, чтобы мы людям могли показать и рассказать, и чтобы они сами тоже потрогали. И он сделал пару вот этих музыкальных инструментов, которые были очень востребованы. Прямо людям вот эта часть очень нравилась. И потом, благодаря нашему проекту, с 2023 года мы вот такие замечательные музыкальные инструменты сделали. Музыкальные инструменты, они у нас сделаны из подручных материалов, вот поэтому они огромный интерес вызывали среди населения Центральной России. Спрашиваем, как вы думаете, из чего, из какого материала сделано и для чего в старину использовали вот эти инструменты, мы обычно спрашиваем. И, конечно, взрослые, конечно, знают, что это такое, да, а дети уже начинают разное всякое придумывать. Кто-то это рог носорога, кто-то там это. И, допустим, когда я вот так показываю, и сразу они начинают: это же рог быка или рог коровы. Да, для чего они использовались?
обычно сразу догадывается, как погремушки использовали, потому что в старину-то не было ни игрушек, ни погремушек. Вот поэтому. И потом уже рассказываем, как оно делается. А вот этот инструмент всех приводит в заблуждение. Разные варианты у нас бывают. Почему-то все думают, что это ракушки. Дети думают, что это зуб дракона, даже бывает зуб динозавра. Это, конечно, копыта коровы. И звучание оно такое, вот сами послушайте. Через инструменты мы рассказываем про Якутию, про народы, про то, чем они занимались. И инструменты это прекрасно раскрывают. Допустим, в Центральной Якутии проживают якуты, они занимаются скотоводством, и, соответственно, вот инструменты связаны именно разведением скота. А вот на севере у нас проживают, конечно же, наши малочисленные народы, это эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, и они занимаются оленеводством. И, соответственно, музыкальные инструменты связаны именно с оленями. Это рог оленя, это копыта оленя, это всех очень завораживает и интересует. Они вообще не понимают, что это мы прикрепили. Обычно думают, что это ракушки. И потом интересно то, что вот эти музыкальные инструменты северных народов, они же использовались для созыва оленей. А сейчас мы, допустим, используем их как музыкальные инструменты. Это тоже манкаруки, да? Вот эти костяшки, вроде костяшки, да, а на самом-то деле изначально они же находились внутри вот этих копыц, и когда варишь, они отходят друг от друга. Вот поэтому получается два инструмента. Вообще вот то, что, допустим, связано с оленем, то, что связано с нашими коровами, ничего не выкидывали, все в пользу. Вот такой инструмент изначально у нас сделал наш Владимир Иванович Маханчевский. Но так как у нас очень много посетителей, и дети, они такие, ну, вы сами знаете, да, вот поэтому его сделанные инструменты не сохранились. А сейчас вот для проекта мы тоже восстановили, воссоздали вот этот инструмент, называется ытыгыя. Ытыгыя от слова ытык. Это ытык — мутовка. И когда мы объясняем нашим посетителям сбивать сливки, да, из дерева сделанное, внутри полое и, конечно, обтянуто с двух сторон кожей и с двумя колотушками. И вот такой замечательный звук. Помимо этих инструментов у нас и есть хамус. А хамус представляет виртуоз-хамусист мира, заслуженная артистка нашей республики Варвара Степанова Арчина. Вот поэтому она дополняет. Мы рассказываем, после этого она выходит и показывает, помимо вот этих инструментов, у нас еще вот такой замечательный инструмент, который есть у всех народов. И начинает играть, и рассказывать, и даже мастер-классы делать. В нашей программе мы показываем культурное наследие коренных народов Якутии. Это получается и эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы и, конечно же, якуты. А вот именно эвенкийскую культуру с 2022 года с нами ездит шикарная девушка, Синильга, артистка театра коренных малочисленных народов Севера, отличной культуры, пропагандистка эвенкийской культуры, языка. Она прямо и знаток всего этого, и она и мастерица. Вот эта девушка, она с нами ездит и показывает свою культуру. У нас в программе арт-встреча с Синильгой и мастер-класс. Она же сама кочевала, она там и при кочевке и родилась. Вот поэтому
как там жизнь происходит, все это рассказывает, людям очень интересно, и они, допустим, не просто там сидят и слушают, и начинают очень много вопросов задавать. А потом, допустим, мастер-классы горловое пение, как она это все эти звуки извлекает. Круговые танцы в конце она проводит тоже мастер-классы, и людей еще больше это сплачивает. После этого приступает к нам наш любимый, дорогой народный мастер, виртуоз, музыкант Руслан Прокопьевич Габышев. И он показывает струнные инструменты, даже вот этот лук, стрела, и он начинает играть, а потом кыл-кылыгах, крымпу. Вся программа вот так полностью дополняется, вот поэтому, мне кажется, не только посетители слушают рассказ, не только трогают, но при этом они слушают виртуозные игры вот этих наших музыкантов и мастеров. И как еще делаются вот эти инструменты, Руслан же рассказывает, и наш молодой мастер тоже, допустим, там возле наших инструментов стоит, тоже рассказывает, как он выходит там на природу, как он все это делает, полностью рассказывает. Вот поэтому комплексное вот такое раскрытие получается. Мастер-классы заинтересовали не только, конечно, детей, но и взрослых, потому что каждый хотел себе сделать оберег. Людям сейчас, в нынешнее время, конечно, вот эта вера в то, что кого-то, кто-то что-то будет оберегать, это очень важно. Наши молодые мастера, они именно показывали, как сделать себе оберег из рога лося, из рога благородного оленя. И прямо там подходили, записывались, прямо это как в больнице было, в поликлинике очередь, и все стоят и садятся, и начинают там бормашинкой все это делать, рисунки, и потом красить. А потом уже на шею одевают, и потом выходит и еще меня спрашивают, а вот этот оберег, который я сделала, я могу передать своему сыну, чтобы это он оберегал вот это. Ну, людям действительно важно. И наше мировоззрение насчет оберегов, насчет того, что нас окружают наши духи-покровители ичи, вот эти рассказы им очень интересны, и они сами признаются то, что они очень отдалились от природы, от того, что нас окружает, и слишком они стали меркантильные, и замечают то, что вы, вот якуты, очень открытые, душевные и какие-то очень свободные люди, говорят. Доходят до меня и песни твои я слышу, и в сердце моем горячем будет дни счастливые. При каждой кочевке мы с собой везем вот такие замечательные волшебные веревочки из конского волоса. И, конечно, разноцветные ленточки.
Это для посетителей наших мероприятий, чтобы они загадали свои заветные желания. И в конце мы им говорим, что они все свои желания могут посмотреть, когда они прилетят в нашу Якутию, потому что в центре нашего музея стоит мировое древо Алукмас, где будут развешаны вот эти замечательные салама. И, конечно же, вот Алукмас, он показывает маршрут кочевки нашего проекта, где мы были. Кочующий музей не стоит на месте. У нас очень много планов. Буквально в ноябре месяце кочующий музей поедет в город Улан-Удэ и с выставкой, и с показами. И на следующий год у нас, конечно же, город Южно-Сахалин стоит, потому что пройдет 5-я международная научно-практическая конференция «Фольклор полиазиатов», и она будет посвящена нашей дорогой Аизе Петровне. Это к ее 80-летию, это тот человек, который впервые на международном уровне провела конференцию «Фольклор полиазиатских народов». Следующий год у нас будет насыщенный не только вот Южный Сахалин, а дальше у нас еще Дальний Восток, разные города тоже запланированы.